В Араванском районе Ошской области начались посевы белого золота. В этом году в регионе будет 3512 гектаров хлопка. Это приблизительно на 100 гектаров больше, чем в прошлом году. По словам представителей района, высокий спрос в течение 2 лет сделал выращивание хлопка популярным. В прошлом году количество хлопка составляло 10 400 тонн. Наши фермеры продавали его по 47-50 сомов за килограмм. На сегодняшний день у нас нет проблем с хлопком. Клиенты приходят и покупают. Вместе с началом посева хлопка араванцы в течение 10 дней привозят на рынок помидоры и капусту, выращенные в теплице. Зимний труд не прошел даром. Урожай был неплохим. На наш рынок завозят продукцию из Узбекистана и Таджикистана. Из-за этого нашим фермерам приходится продавать его по сниженным ценам. Мы терпим убытки, размер заработка меньше затрат, и нам очень трудно сейчас. Наши фермеры не могут продавать свою продукцию в соседних странах, а соседи могут здесь свободно торговать. Нужно остановить и проконтролировать трафик на таможне. Если будет двухсторонний договор, то, пожалуйста, заходите. Во время встречи с представителем Ошской области Узарбеком Джилкыбаевым местные жители разозлились на недостаток и дороговизну цен земельных удобрений. Также они заявили, что государственные льготные кредиты вместе с удобрением высокого качества должны распределяться в руки землевладельцев не в марте-апреле, а по возможности в ноябре-декабре. Ноябрда жеткирип бериш жолун кылыш керек. Анан дагы бир жолу. Ноябрь, декабрлардачы бизди дыйкандарда акча кабайт. Азыр мынаны эгип сатып, кийин дагы экинчисин эми эгип сатып туруп керегине иштетип болот. Дагы күзгө барганда иш кышка. Көмүргө касакалат кабасы жок. В Араване сеют более 10 тысяч гектаров зерновых, что является основным источником дохода государства. Тем не менее, нехватка поливной воды растет с каждым годом. Если такая ситуация сохранится, то территория полей может резко сократиться. Было 25 тысяч гектаров земли, 7 тысяч гектаров стали непригодными из-за нехватки поливной воды. Если в ближайшем будущем мы не проложим канал от реки Исфайрам-Сай, эта проблема не решится. Проблемы должны решать местные власти. Представитель власти пообещал выдать льготные кредиты и поставить удобрения. Неясно, выполнят ли власти обещания или будут ли фермеры разбираться в своих проблемах. Кенжебу Маматсадыкова, Рашид Алиев, Улугбек Нарматов. Новости Ош Пирим.